Мусульмане отметили один из главных праздников Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа ежегодного паломничества верующих в Мекку. В телеграм-канале к мусульманам обратился Артем Сдунов. Он отметил, что дни священного праздника напоминают о том, как важно проявлять милосердие и взаимоуважение, заботиться о ближних и, конечно же, пожелал всем мира и благополучия. Наша съемочная группа отправилась в Татарский Умыс Качкоровского района. Как отмечали там, расскажет Анастасия Ведяева. Велик Аллах, нет божества, кроме Аллаха, велик Аллах и вся хвала Ему. Уже с первыми лучами солнца намаз эхом раздается над мечетями Мордовии. В Коране сказано, пророк Ибрагим ради славы Аллаха был готов отдать самое близкое и дорогое, принести в жертву своего сына. Так Всевышний испытывал веру человека. Гимн был провозглашен пророком Авраамом после того, как Всевышний заменил человеческую жертву на жертву агнца. Как таковой человеческой жертвы Всевышний не требовал. Это всего лишь была проверка веры пророка Авраама Ибрагима, алейхиссалям. Мужчины пришли в мечеть на праздничную молитву. Еще в прошлом году были введены ограничения из-за коронавируса. Быть рядом, плечом к плечу – этого люди ждали 2 года. Здесь было отмечено, что Курбан-Байрам – светлый праздник. Основой для верующего должна быть искренность во имя Всевышнего и во благо человека. За многолетнюю безупречную службу во благо Родины и Отечества, большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества были награждены медалями имам Наиб местной мусульманской религиозной организации Али Ибрагимов, имам Хатыб Ади Абдулов, муадзин Али Казанбаев, общественный деятель Рамиль Комаров и член местной мусульманской религиозной организации Бари Ромашкин. После намаза мусульмане приносят в жертву животное. Мясо подают на праздничный стол, раздают соседям или малоимущим. Хозяйки в этот день готовят любимые национальные блюда. Мы специально приезжаем с Москвы каждый год, да, чтобы, не знаю, поделиться своими эмоциями. Это наш священный праздник. И желаем всем самого главного – здоровья, счастья, чтобы все желания их сбылись. Людей, у которых есть желания, чтобы эти желания сбылись. По традиции праздник отмечают 3 дня в атмосфере духовного единения. Главное – собрать родных и близких, вспомнить усопших и делать добрые дела. На столе изобилие еды. Женщины удивляют кулинарными способностями. Пекут пироги, готовят салаты и, конечно же, традиционное блюдо – перемече. В семье Манюровых фирменные рецепты передают из поколения в поколение. Пироги делаются с разной начинкой. Есть со сгущенкой, есть с яблоками. Есть с курагой, с черносливом. Множество их можно готовить. Есть с апельсин. Обязательно фрукты, сухофрукты. Это обязательно к столу. И главное чай. Он у нас заварится по-особенному. Смешивают различные сорта чая, получается ароматный бодрящий напиток. Стоит отметить, что в ряде российских регионов, среди которых Башкортостан и Татарстан, Курбан-Байрам объявлен официально нерабочим. Люди отдыхают 3 дня. Анастасия Ведяева, Андрей Климантьев, Вести Мордовия, Качкурский район. По традиции, по нормам, празднику готовятся задолго до праздника, скажем так. Каждый человек, который намеревается совершить обряд жертвоприношения, готовится к этому, ищет, соответственно, жертвенные животные подходящие. Далее, сегодня у нас были награждения, вы упомянули, это те самые наши аксакалы, которые стояли у истоков создания религиозной организации. Они с 1986 года состояли в религиозной группе, а уже в 2002 году стали учредителями местной мусульманской религиозной организации. И каждый из них был
один из них был имамом Хатыбом, второй имамом Наибом, третий муадзином. И из актива еще общины мы наградили, то есть Центральное духовное управление по нашему ходатайству наградило их этими медалями, медалями Центрального духовного управления мусульман России за их труд. Кто-то на этом поприще в религиозной сфере потрудился 20 лет, кто-то 18, кто-то 15. Вот. Муфтий Хазрат поблагодарил их, вот, пожелал им доброго здравия, счастья, благополучия, вот, достижения счастья и благополучия в обеих мирах. Не только в этом мире, но и в последующем. Каждая медаль по степеням. Награждались в Центральном духовном управлении мусульман России несколько видов медалей. Награждения начинаются с 7 лет работы на поприще, на религиозном поприще. Вот человек проработал 7 лет. После 7 лет вручается первая медаль. Потом последующая и так далее. Вот. Но если учитывать то, что этому учреждению, Центральному духовному управлению мусульман России, уже не 100 лет, а Центральное духовное управление мусульман России было учреждено в 1788 году еще императрицей Екатериной II. И с этого момента она существует. Она не реорганизовывалась, только преобразовывалась. Наименование менялось. А по сути это учреждение берет свое начало с 1788 года. Вот. Мы увидели, что мужчины уже утром шли. Да, мужчины шли утром к мечети с гимном пророка Авраама, Ибрахима, алейхиссалям. Аллаху Акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху Акбар, валиллахил хамд. Велик Аллах, нет божества, кроме Аллаха, велик Аллах, и вся хвала Ему. Этот гимн был провозглашен пророком Авраамом после того, как Всевышний заменил человеческую жертву на жертву агнца. Как таковой человеческой жертвы Всевышний не требовал. Это всего лишь была проверка веры пророка Авраама, Ибрахима, алейхиссалям. Как удается сохранить тысячелетнюю дружбу, традиции добрососедства, в частности, на территории Мордовии? Вы знаете, если уходить вглубь веков, мы ведь не первый день живем вместе. У нас тысячелетняя история, великий булгарский народ, великая Волжская Булгария. Ведь территория Республики Мордовия, нынешняя территория Республики Мордовия, они входили в состав Булгарского ханства. И какие могут быть у нас плохие взаимоотношения, когда, если провести анализ ДНК, то в нашей крови есть и мордовская кровь, и русская кровь, и татарская кровь. То есть, живя в большом государстве, не может быть такого, чтобы не было взаимопроникновения культур. Вот. Мы дорожим этой дружбой. И скажу так, вот новое слово такое, толерантность, да, терпение друг друга. У нас такого нет. Мы любим друг друга, слава Богу. Вот. И подчиняемся заповеди Господа Бога. Ведь в Коране Всевышний Аллах говорит: «И сотворили мы вас от одного отца и одной матери, и сделали вас народами, так познавайте друг друга». Это призыв. И здесь говорить вот это новомодным словом толерантность в нашей республике, это, мне кажется, неуместно.
Вот сюда мы, когда пообщались с жителями, многие отметили, что приехали из Москвы специально на этот праздник. Совершенно верно. Совершенно Об верно. этом тоже расскажите. Это сложилась такая традиция, что многие уроженцы села Татарский мыс, они стараются приехать на оба этих мусульманских праздника, как Ураза Байрам, Курбан Байрам, спланировать, отпуск спланировать и приехать к себе на родину на вот эти праздники. В священном Коране Аллах говорит: уверуйте в Аллаха, в Его пророка и подчиняйтесь власть придержащим. Ведь по этой операции неоднозначные мнения на стороне соседние государства, зарубежные государства, на постсоветском пространстве, скажем так, неоднозначные мнения. Что же касается нас, граждан России, мы поддерживаем нашего президента. Ведь президент не принял единоличное решение, что вот нужна спецоперация и прочее и так далее. Президент собрал Совет Безопасности. Президент, то есть эта инициатива была доведена до Совета Федерации, до Государственной Думы. А Государственная Дума – это наши избранники. И в целом народ, мы же с рядовыми верующими, скажем так, имеем самые непосредственные отношения. То есть, если вот процитировать имама Аль-Газали, одного из величайших мусульманских богословов, он говорит, самый близкий к народу человек – это имам. Не султан, а имам. Это связующее звено. И среди народа мы видим, что рядовые граждане Российской Федерации поддерживают своего президента. Мы в том числе. Прежде всего, я хотел бы пожелать всем жителям Республики Мордовия, соотечественникам, согражданам благоденствия, счастья, благополучия, чтобы Всевышний дал нам удела, чтобы в будущем нашей республики было то же процветание, которое оно сейчас у нас есть. Мы живем хорошо, слава Богу. Если так смотреть в масштабе республики, она динамично развивается. Очень много преобразований. И это радует не только глаза, но и душу. Желаю всем успехов, благополучия и всего самого наилучшего, что можно только пожелать в этом мире.